у меня один голос для жизни, он такой не самый приятный, и другой голос, то, что называется рабочий вариант. Вы что думаете, мы такие оперные все певцы, вот так вот, мы это для людей? Изменяет тембр голоса больше всего вокал, занятие вокалом. Мужские низкие голоса, ну и вообще низкие голоса, они более повелительные, их более слушают. Ну, я думаю, что еще, если бы я был в Москве, я бы был посредственностью, скажем так. А ты, Степа, кем хочешь стать? И я на весь зал, так еще не поставленным, но уже громким голосом, грузчиком. И весь зал выпал, просто все родители ну просто вот так ухахатывали, сидели. Степан Федоренко, актер театра и кино, заслуженный артист Республики Саха-Якутия. С 2005 года является актером Русского академического театра имени Пушкина, где плотно занят в репертуарных постановках в качестве исполнителя главных ролей. Фильмография Степана включает такие известные фильмы, как «Снайпер Саха», «Мой убийца» и «Джулур». Некоторое время назад Степан Федоренко приветствовал телезрителей телеканала «Якутия-24» в качестве ведущего утренних эфиров. Является официальным голосом значимых для республики мероприятий, таких как «Свеча памяти», «Парад Победы», «Эсэх Туймады», церемонии открытия и закрытия состязаний «Игры Манчары» и международных спортивных игр «Дети Азии». Здравствуйте, Степан. Здравствуйте, Анна. Очень рада вас видеть. Удивительный какой-то момент, я когда, допустим, говорила, что у меня в гостях будет Степан Федоренко, многие делали так, я говорила, даже голос всех парадов. И еще русский театр, да? Я говорю, да. Вот какая-то интересная такая ассоциативная связь. Это еще русский театр. Еще русский театр, да? Ну да, ну не знаю, ну бывает такое, что узнают как-то, вот как ты сказала, это тот-то, который там-то говорил, что-то там, где-то там вещал. Бывает так. А вообще есть такое ощущение, что голос бежит вперед тебя и больше о тебе говорит? Ну, я не знаю. Нет, меня редко узнают где-то по голосу. Вот, не узнают? В общественных местах. Ну, редко бывает. Вот я летом там заходил, там лысый, ну, летом я бреюсь на лысо, чтобы не жарко было, там отращиваю, здесь наоборот все отращиваю, как-то все такое заросшее. В отпуске, да, человек, дачник да? такой пришел, там что-то в строительный магазин покупал. А когда у вас сезон начнется? Я такой, вы что, меня узнали? А я еще грязный, не грязный, но такой сельский житель, да. Да, я вас по голосу, говорит, узнала актера, ну вот. А так, я в жизни как-то, мне кажется, я по-другому разговариваю, нежели когда перед микрофоном. А мне почему-то наоборот, вот удивительно, кажется, что у всех знакомых мне голосовых людей есть рабочие голоса, у меня в том числе. То есть у меня один голос для жизни, он такой не самый приятный, и другой голос, то, что называется рабочий вариант. А мне казалось, что у тебя как раз-таки вот голос, он такой вперед тебя, он есть, он всегда одинаковый, он всегда такой полный, он всегда красивый. Мне как-то один наш оперный певец как-то сказал, что такое выражение «голосовая маска». Он сказал, вы что думаете, мы такие оперные все певцы, вот так вот, мы это для людей разговариваем такими голосами своими оперными, он еще тенор. Мы утром просыпаемся и надеваем голосовую маску, и целый день до вечера с ней ходим по общественным местам, чтобы все видели, что мы оперные певцы. Чтобы все слышали, да? Все слышали нас. Оперный голосовой человек. Ну, вот такая, голосовая маска. То есть, а я, наверное, реже ей пользуюсь так в общественных местах. Не вижу смысла. А есть какие-то специальные упражнения, какая-то специальная подготовка, не знаю, определенное количество сырых яиц, режим молчания? Ну, мне кажется, больше всего голос изменяет тембр голоса, больше всего вокал, занятие вокалом. А когда ты понял, что голос — это какая-то важная часть тебя? Ну, наверное, не так давно я понял это.
Вот недавно я читал книжку, и там говорилось о тембрах голосов, и что мужские низкие голоса, ну и вообще низкие голоса, они более повелительные, их более слушают. Они более привлекательные. Да, и к ним прислушиваются. А почему? Типа, вот, а потому что, ну, такая гипотеза там в этой книжке, что ребенок в утробе матери, он не слышит высоких частот. То есть, ну вот если закрыть уши руками, то мы слышим бу-бу-бу-бу, такое бубнение, там, шум крови. Да. И приглушенное такое, никаких там цыканий, никаких каких-то высоких звуков не слышно. И то есть ребенок с утробы матери привыкает к низким каким-то голосам, и когда человек рождается, это на подсознательном уровне остается, и то есть он больше повинуется каким-то таким низким вот таким голосам. Как интересно. Да, интересная гипотеза. Но мне кажется, в этом есть какая-то доля истины. Да, ну, во всяком случае, такие голоса больше доверия вызывают. Если, например, вспомнить голос Левитана, да, как он для огромной страны, для населения этой страны был напрямую связан с чем-то важным. Да. При этом его голос — это же результат труда большого. Он работал над ним, он не сразу, его вообще не приняли. Его не принимали. Да, его не принимали. Говорили, что он профнепригоден, а он вот именно, да, тренировками, работой добился легендарности. Ну, в твоем случае, мне кажется, это врожденный. Все-таки тембральный окрас, вот этот красивый, это врожденный какой-то. А от кого? От папы, наверное. Папа тоже голосовой? У папы тоже низкий голос. Но он, конечно, не поставленный был, такой простой мужской низкий голос, баритон. Мама поет, у нее, не сказать, что тоже такой писклявый голос. Любит петь, и поэтому, ну, как-то так сложилось. Ну, я думаю, что еще, если бы я был в Москве, я бы был посредственностью, скажем так. Здесь я в Якутске, там, единственный практически там голос, не побоюсь этого слова, мужской. А в Москве таких, ну, много. Поэтому, наверное, так. Ну, ты считаешь, что повезло, да? Стечение обстоятельств. Первый парень на деревне, скромный. А родители творческие люди? Чем они занимались? Нет, родители рабочие люди. Мама медицинской сестрой всю жизнь работала, отец на разных работах, то водитель, то машинист котельной на ТЭЦ вот, долгое время. Ну, в общем, из творческих у меня моя бабушка мне говорила, у нее отец любил играть на балалайке. То есть там приходил домой, у них там, они в Иркутской области жили, вот, приходил, у них было большое хозяйство, потом его раскулачили, и он после трудового дня вот брал балалайку и играл на балалайке. Отец бабушки, мой прадедушка, получается. И все. Ну это музыкальная, да, история какая-то. Она же, кстати, у тебя тоже есть, об этом чуть попозже, да, про музыку. А как тогда ты решил, что ты будешь актером? Вообще в Якутске родился, в Якутске школу закончил, правильно я понимаю? Да. Какую школу? 29-ю школу. 29-ю школу. Физико-математический класс закончил. Так. Да, у меня была очень хорошая учительница Нелли Михайловна Филиппова, которая... Вот она не то, что она была прекрасный педагог по математике, прекрасный специалист, но ко всему к этому она была понимающий человек, который видел, что мальчик Степа ну, не очень силен в математике, ну как, не отстающий, конечно, но у него больше какие-то гуманитарные наклонности. Вот он там и в КВН играет, и в школьных спектаклях играет, и в школьной группе поет. И то есть, но как-то это наоборот поддерживало даже. И не говорю, что меня тащили по математике. Обычно спрашивают, кем ты хотел стать в детстве. Я хотела спросить, это был очередной вопрос, рассказывай. Это вообще классная история.
Выпускной в детском саду. Родители сидят, все это, дети змейкой выстроились к воспитателю. Воспитатель всех по очереди там спрашивает: ну что, Катя, кем ты хочешь стать? Там, Катя, там, врачом. Это 90-й год, по-моему, да, 90-й я заканчивал садик. Врачом. Молодец, Катенька, там всех хлопают. Потом, на Петенька, космонавтом, молодец, Петя. А ты, Степа, кем хочешь стать? И я на весь зал, еще не поставленным, но уже громким голосом, грузчиком. И весь зал выпал, просто все родители просто вот так ухахатывали, сидели. Воспитательница вот так вот сидит, сдерживается. В общем, я не понимаю, что это. Ну, я-то искренне сказал грузчиком, потому что мой папа тогда работал грузчиком в то время на птицефабрике. И он приносил нам с сестрой, он шел через лес с работы, и ему навстречу выбегали зайчики и давали 2 бутерброда с маслом и посыпанные сахаром для Кати и для Степы. Я тоже хотел быть грузчиком, как папа. Чтобы зайчики подкармливали прекрасного рабочего человека. Вот, а потом, ну вот как-то уже со школы, со старших классов, там КВН, спектакли, Дворец детства, кружок «Юный журналист». Там мы ставили спектакль во Дворце детства на базе этого кружка. И как-то так вот пошло и затянуло. И в итоге, то есть, выпускался со школы уже с пониманием, что будешь связан с культурой? Нет. Я хотел быть летчиком. После грузчика? Да, летчиком. Требования к себе выросли, мальчик решил стать летчиком. Так что, мне кажется, пошло бы. Да? Ну да, но я тогда выпускался, я пошел, надо было какое-то направление брать, я уже точно не помню. Сказали, езжай в порт, там Саха-Авиа тогда называлось предприятие. Поехал туда, захожу в кабинет к какому-то дяденьке, так, мне нужно направление. Дяденька сидит такой: что, романтики захотелось? Ну да, романтики. А это был 2000 год. И там кто-то мимо проходил, там: Леш, иди сюда. Леш, ты когда у нас пришел на работу? Там, 5 лет назад. А сколько ты раз за это время полетал? 10 раз. Ну вот тебе романтика. Вот 10 раз человек 5 лет работает, 10 раз полетать успел. Что, тоже хочешь? Я такой: и ушел. И тут так совпало, что и в этом году был набор в Агике, да. Он был тогда не каждый год, он был раз в 4 года. И вот как-то так вот раз я решил попробовать. И когда я уже поступил, я понял, что это мое. Что не зря. А так на старте, в общем, хотелось просто романтики. Да. Если не с небом, то тогда давайте актер театра и кино. Да? Наверное, да. А все-таки больше каким актером хотелось быть? Театральным или киношным? Конечно, киношным. Конечно, у каждого актера есть тщеславие какое-то. И каждый актер там мечтает о почему? Славе. Слава невозможна без кино, да? Естественно. Актеры кино, они знаменитые более чем актеры театра. А кто нравился как актер кино? Вот кто был такой ролевой моделью, чью судьбу хотелось бы повторить? Тогда у молодого Степы, который только выбирал свой путь. Я воспитывался на советских фильмах в основном. Там такие уже старые, я не знаю. Д'Артаньян? Д'Артаньян. Нет, Миронов, Андрей Миронов, Вицин, Моргунов, Никулин. Вот эта троица. И очень мне нравилась актриса Нонна Мордюкова. В общем, поступил в Агики и мечтал быть киноактером. Потом понял, что твое, и сразу после окончания устроился в Русский театр. Не совсем сразу. Там у меня такие эмоциональные качели время от времени происходят, и я разочаровываюсь в театре, потом опять влюбляюсь в него, потом опять разочаровываюсь. И в момент окончания, мы в марте 2005 года закончили обучение, и почти весь курс взяли в театр. Несколько человек только не попали. Я, естественно, на хорошем счету был. У меня, там, Степа, ты конечно же идешь. Я там комиссия, этот деканат сидел.
Я говорю, я не хочу. Все таки как не хочешь? «Ну, не хочу, и все. И я пошел работать на радио, на телевидении. Тогда был такой медиахолдинг «Столица». Так, новости вел? Я вел новости и работал вот диктором, звукорежиссером. И я поработал буквально месяца 4. И решил сдаться театру. Ага. И я понял, что это невыносимо там приходить к определенному времени на работу. И это ладно приходить. И сидеть, даже если работы нет, просто вот ты сидишь и тупо ждешь окончания. Вот когда эта тут стрелка вот так вот медленная, вот зараза, она когда же доползет до 5:00, чтобы уйти. Это особенно, когда есть работа, как-то интересно. Когда нет работы, ты все равно вынужден сидеть, потому что это твоя обязанность. Потребность такая. в романтике, она неубиваемая оказалась, да? Ну, Очень да. хотелось романтики. Да я, наверное, до сих пор остался романтиком. Ну, я думаю, что да, потому что вот во времена, когда работал на телевидении и вел утренние эфиры, был такой факт в биографии, да, приходилось вставать во сколько? Я вставал в 5 утра. В 4:45 я ставил будильник, в 5 утра вставал, завтракал, быстренько умывался, одевался. К 6 часам я приходил сюда на студию и гримировался, учил, смотрел сценарий. И в 7 утра с 7 до 8 начинался прямой эфир. А вот ты сказал, что периодически разочаровываешься в театре. В связи с чем? И потом, почему опять влюбляешься? Ну, я, наверное, какой-то идеала какого-то хочу. Наверное, и когда вот мой там идеал, который у меня в голове не совпадает с тем, что я вижу, ну, какие-то мелочи, то-то. Ну, это, наверное, часто, это, наверное, не только там к профессии. Можно даже там мужчина и женщина отношения, скорее всего, такое же там происходит там в семейных, например, отношениях. То есть, ну, что-то не то, ну, вот как-то так, вот, ну... Кризис вот, называется. Надо так, Да? вот так вот, да. И вот и это разрушение идеала происходит, и ты как-то все, да зачем это мне все, зачем я это трачу там свое здоровье, это свое время, лучше пойти куда-нибудь деньги зарабатывать нормально. Работа в театре и деньги — это понятия не сильно соприкасающиеся, да? Не сильно. Нет, как бы и жаловаться грех. И, ну, хотелось бы, конечно, Побольше. Побольше. Ну, а побольше в кино. Побольше в кино. Мгм. Больше в кино. А в кино много снимаешься? Нет, я немного снимаюсь. Ну, я не успеваю. Обычно съемки летом, а либо мы работаем летом, либо какие-то там, ну, Дети Азии, там еще что-то, мероприятия идут, либо уезжаю куда-то летом. И так получалось, что у меня фильмография совсем небольшая. Вот там такие большие работы, это 2 вот, в фильме «Мой убийца» и в фильме «Снайпер Саха». Да, «Мой убийца» — следователь. Следователя. Да. Ну, кстати, там довольно большая роль. Она такая. Да, там интересная работа была. А потом, как вот ты себя со стороны смотрел? То есть одно дело, когда спектакль играешь, ты в нем живешь, и со стороны себя не видишь. А когда есть возможность посмотреть, можно поставить на паузы, Это ужасно. можно отмотать, пересмотреть. Есть такой соблазн? Я не люблю на себя смотреть как-то со стороны. Да. Ну, не знаю, я как прям не могу. Я и слушать себя не могу со стороны. Вот что удивительно. Это вот как раз-таки к тем людям, которые говорят, я не люблю на себя смотреть. Большинство нормальных, здоровых людей этим не занимаются. Даже профессиональные люди. И слушать себя тоже не очень-то любят. Нет, ну говорят, ну какой у тебя красивый голос, там, тра-та-та. Где он красивый? Ну ладно, раз вы говорите красивый, я Ну, раз буду вам нравится, отнекиваться, раз тогда я вам буду на нравится, нем да? говорить. Да? Да. А разные же мероприятия проводишь, торжественные, официальные, какие-то светские. А какие больше нравятся? Больше, наверное,
торжественные какие-то, светские больше мероприятия. Официальные не нравятся, официальные скучны, как-то скучно мне там. Но зато официальные всегда идеально подготовленные. Да, там хорошо подготовлено, всегда все четко, Никаких ничего сюрпризов. лишнего, да. Все по протоколу, все там на 20 раз проверено, перепроверено. То есть главное не запнуться, главное самому не накосячить, и все. Но как-то все однообразно, все-таки, когда какое-то там светское мероприятие или там торжественное, там ощущение большего праздника как-то присутствует. Я стараюсь и в официальные мероприятия, ну, по мере возможностей как-то это такой праздник привносить. То есть, ну, у нас вот есть каждый год 27 апреля и 27 сентября проходят вручение наград главы Республики Саха-Якутия, государственных наград. И, ну, обычно я там ведущий вот в зале Республики. И это же для людей-то праздник. Это вот люди, которые... Это для нас, там, для правительства, для членов, для работы, для работы. Да? Там, ну, это вот там наград, там, отличник культуры, там, какой-то еще там. А для человека, который там... 30 лет проработал. Да, да? Он из какой-то деревни там приехал, этот дояр, например, да, там вот надоил там столько-то молока. Для него это большое событие, это не только для него, для всей деревни огромное событие. Там его вот сейчас снимают, там кто-то там знакомый на телефон, и вот потом всей деревне будут показывать, и внукам будут показывать. Для них-то это огромное событие. И я вот пытаюсь это понять и как-то более торжественно как-то это все сделать, то есть как-то более пафоса добавить, торжественности какой-то. Не просто так вот монотонно все быстрее закончить. Я стараюсь как-то это все чуть-чуть возвысить. Отдельная история — это, наверное, первомайские парады. Ой. Да, это вообще, это такое удовольствие. А там тоже праздник, там торжество, люди с шариками, с семьями. Сидит дикторская группа. Шапки, капюшоны, все закутаны. А если еще ветер, а если еще дождь? И по сколько часов вы работаете? По 4, по 5 часов мы сидим вообще вот, не двигаясь, мы сидим 1 мая, мы сидим в 2-3 штанах, в зимних ботинках, в унтах, кто сидит там в зимних куртках, этих пуховиках тяжелых. И по 4, по 5 часов мы сидим, потом встаешь, и вот просто ноги, вот все вот эти вот суставы все затекают, и ты так на раскоряку идешь вот до дома, вот еле-еле расхаживаешься. Тяжелая работа. Тяжеловато. Там на 1 мая, да, тяжеловато. Казалось бы, просто голосом работаешь, да, а действительно, и ответственность же высокая очень. А для людей праздник, и для людей вот это фоном просто какой-то звук идет. Ну, все равно приятно, когда люди откликаются. Ты им кричишь там «Ура!» там. И они тоже кричат. И они кричат тебе «Ура!» всей этой огромной толпой. И как-то и думаешь, что ну, хоть на маленькую толику поднял им настроение. Здорово. Слушай, ты представляешь, мы вот с тобой болтаем, а время уже подходит к завершению. Так с тобой интересно. Столько историй рассказал. Блиц. Да? Блиц. То есть это короткие вопросы, короткие ответы. Сколько лет вы вместе с женой? С женой с 2008-го. С 2008-го. Сколько лет уже? Сколько у вас детей? 2. 2. Мальчик и? И девочка. Мальчик и девочка. Отлично. Близнецы. Скажи, пожалуйста, твоя любимая роль в театре? Любимая? Ну, наверное, «Созвездие Марии», роль Семена Челюскина. А какую бы роль ты хотел сыграть, которую еще не сыграл? Онегина хотел сыграть. Мы его сейчас ставим. Я его пока не сыграл. И сейчас идет просто процесс этот, ну, как-то набирание, впитывание. И хотел бы его сыграть. И сыграешь? Ну, сыграть-то сыграю. Хотелось бы хорошо сыграть. Я уверена, что хорошо сыграешь. Спасибо. Театр или кино? Театр. Театр или литература?
Театр. Все-таки театр. Театр или музыка? Это то, о чем мы не успели поговорить, но музыка — это твое хобби. Потому что я, насколько помню, ты имеешь опыт написания песен Ну, балуюсь, так скажем. и исполняешь их. Мгм. Да? Театр или музыка? Театр. Супер. А что вдохновляет? Вот если вся жизнь наполнена театром, есть ли что-то, какие-то зоны свободные от театра, но которые при этом приносят не меньше радости? Ой, я люблю огородничество. Огородничество? Прям это апрель месяц, это для меня прям праздник. Это, ну, посадки раньше, то есть с апреля уже там начинаешь на даче все убирать, прибирать, там в мае начинаешь все перекапывать. Я правда, я честное слово, я люблю, я сажу помидоры, от семечка выращиваю до засоленных банок, то есть полностью весь процесс у меня. Ничего Огурцы, себе. помидоры. Молодец какой. Тогда вот у рыбаков, у людей, которые рыбалкой увлекаются, они любят хвастать. Вот такую щуку поймал. Расскажи, пожалуйста, самый большой урожай был чего, когда и при каких условиях? Помидоров был самый большой урожай. У меня были интересные урожаи огурцов. Я слишком рано их как-то посадил, и на 9 мая я ел свои огурцы. Они так переросли у меня прямо на подоконнике, но они начали плодоносить, и я на 9 мая съел 3 или 4 там огурца своих. А так у меня помидоров было в прошлом году вот так вот очень много, я не знал, куда я перерабатывал и солил, и сушил, и вялил, что только с ними не делал. Ну, в следующем году, если будет такой же профицит, ты пиши, мы вас разгрузим с удовольствием. Степан, пожелания, пожалуйста, тем, кто сейчас тебя видит. Пожелания? Да. Здоровья. Здоровья и оптимизма, несмотря ни на что. И приходите в театр. Да, приходите в театр. Приходите в театр и кричите громко «Ура!» на демонстрациях, которые звучат голосом Степана Федоренко. Это все для вас. Да. Спасибо. Спасибо, Ань.